Дорогие друзья, мы продолжаем. Вчера, 10 апреля, состоялось подведение итогов 16-го республиканского конкурса «Кинолетопись Якутии». Конкурс проводится с 1999 года и в это время стал значимым событием в культурной и общественной жизни республики. И о конкурсе мы сегодня разговариваем с нашими гостями. У нас в гостях в студии Любовь Аполлоновна Лобанова, главный эксперт Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия, и Олег Леонидович Желнин, обладатель гран-при конкурса «Кинолетопись Якутии» 2019 года. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Итак, Любовь Аполлоновна, конкурс рассчитан на тех, кто безвозмездно передал материалы, ценные материалы Национальному центру аудиовизуального наследия нашей республики. Расскажите, каким образом отбираются работы на конкурс, на данный конкурс? Да, конкурс у нас уже проходит в 16-й раз. То есть с каждым годом мы, конечно, наращиваем круг наших участников. И работы поступают нам по-разному. И безвозмездно. Совершенно бывает, что случайно совершенно обнаруживаются какие-то раритетные вещи, которые к нам приносят. И плюс к тому, что есть определенный круг лиц, которые обязаны нам сдавать по закону. Закон об аудиовизуальном наследии. Ну, начнем с того, что это как бы подведение итогов работы за предыдущий год. И в прошлом году на государственное хранение поступило свыше 1000 фильмов, сюжетов, телепередач. Из них жюри, методом отсеивания, отобрало сначала 62 работы. В конечном итоге вчера по 9 номинациям мы награждали 9 участников. Вот один из участников, главный победитель конкурса, он сегодня здесь в студии. А сколько номинаций вообще было и по каким номинациям работы оценивались? Знаете, это зависит от того, какого рода материалы поступают на государственное хранение. То есть всегда разные? Да, всегда разные, варьируются, да. Но есть, конечно, цикл тем, который практически не меняется. Допустим, да и почти ежегодно мы показываем материалы, связанные с Великой Отечественной войной. Это и воспоминания ветеранов, и передачи какие-то о них. И обязательно какие-то фильмы, связанные со съемками, скажем, родных мест. Это какой-либо улус тоже представляет работу о населенном пункте, о каком-то событии, о каких-то персоналиях. В итоге вот номинации не меняются, но остальные, так скажем, уже по мере поступления. Ну а самая старинная работа на конкурсе в этом году, какую вы можете отметить? В этом году у нас называется так, самый ранний по дате создания материала. Это 1972 год. На нас вышел сын известного в прошлом советского кинооператора, и режиссера в том числе, который долгое время работал на центральной студии московской документальных фильмов. Это Алексей Щербаков. Он снимал не только для, скажем, для Якутии, то есть не только о Якутии, но и вообще о многих республиках, но в том числе и о Якутии. Эти вот журналы, которые он снимал, они показывались в кинотеатрах перед началом художественных фильмов. То есть он популяризировал тоже все республики. И так получилось, что его сын сообщил нам о том, что после кончины отца осталось очень много кинобанок, которые он пока не может не оцифровать. Деть некуда, объем большой. И он прислал нам несколько фрагментов. Ну, конечно, для нас это был просто подарком. 72-й год, съемки цеха в Чурапче. Да, и плюс, значит, работа в качестве актера даже знаменитого нашего ланхасута Сергея Зверева. Конечно, да. Но это пока еще фрагменты материал. Только. Но вот эти материалы, как самые ранние по дате, конечно же, они участвовали в конкурсе. Олег Леонидович, мы прежде всего хотим поздравить вас. Спасибо. С победой. Расскажите о своей работе, пожалуйста, нам. Ну, первый диплом у нас, это мы с Сергеем Зверевым, как раз об его отце говорили сейчас, получили номинация «Точка на карте». Это фильм, так скажем, я их называю москвичами. Дело в том, что по профессиональной работе телеоператор и режиссер работал в холдинговой компании «Якутуголь». Копил эти архивы, мания такая телеоператорская, в разных кассетах и так далее. Я сдал где-то более 600 кассет. Ну, сколько сказали на... 749. 749, да, это произведение. Это за годы, да?
Ну да, это работы. практически, ну там много лет, я еще ящичек приготовил. Ну просто мания у меня собирать все это. А первый диплом «Точка на карте» — это интересный фильм «Духи неба и земли». Вы когда-нибудь видели большой Руслан, на котором самолет привозит технику для разреза, ее разгружает, потом эта техника ходит в разрезе, это сделано таком детским голосом про драконов, про город. Ну, очень интересная работа. Я в ней участвовал только там в качестве ассистента. Знаете, что москвичи не всегда опускают близко. А гран-при как раз вот за эти 749 работ. Но дело в том, что я создал архив десятилетний, да, получается, там, да, про Неринги. Ну, например, вы знаете о том, что там последний взрыв холдинговой компании Якутуголь, там очень большой тоннаж, прямо на карьере, как нашей компании национальной. Там, например, последние чемпионаты мира по мини-футболу, концентрат команда у нас такая была, ну она есть, наверное, тогда она чемпион Алроса, ну, очень много, и, в принципе, сейчас чемпионат мира по биатлону, но мало кто знает, что они занимались в Алдане, я их там снимал, они в Неринге тоже участвовали, там, ну, там очень много материала. И думаю, что для летописи Якутии она необходима. И есть еще материалы, которые я копил документальные. Это как в детстве, знаете, я из Тиксисом. 1935 года там рождения документальный рейс, наверное, у вас в архивах тоже есть. Когда на севере капусту с картошкой выращивали, представляете? И такие материалы тоже есть про угольный разрез, потому что в свое время, наверное, даже призыв к главам, чтобы собирались, сдавали все свои материалы. У меня 2 детей, пускай посмотрят. Да, действительно, мы ко Спасибо. многим обращаемся с тем, чтобы эти материалы не пропали, чтобы не было такой безвозвратной утраты. Сдавайте, Спасибо. потому что у нас оно действительно сохранится. Спасибо Спасибо огромное. У большое. нас реклама.